Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Вот уже эфир начался, только люди собираются, уже вот 92 лайка. Хочу поблагодарить вот сторонников, которые заранее поставили лайки. Это помогает нам продвигать эфир. И хотел поблагодарить новых подписчиков. Вот буквально за несколько дней добавилось еще несколько тысяч подписчиков. Вот, и сейчас, по-моему, 811 тысяч подписчиков. Наша задача максимально кратчайшие сроки довести количество подписчиков до 1 миллиона человек. Сегодня тема эфира «Токаев объявил войну Украине». Но, как правило, я знаю, вот нам YouTube показывает статистику, что эфир смотрят приблизительно около 20-25% смотрят в России и около 8% смотрят в Украине. Люди сейчас только подтягиваются. Я думаю, что для Украины сейчас чрезвычайно важный будет эфир. И я уже в прошлом своем эфире говорил, что, к сожалению, украинские каналы превратились в пропагандистские каналы, притом тотально. Это говорит о том, что очень серьезно идет воздействие и, по сути, прямое управление этими каналами со стороны офиса Зеленского. И они трудно сказать, что они являются независимыми. И в этой связи на этих каналах очень много не только неправильных выводов, а, по сути дела, там зачастую идет вранье, пропаганда. Вот. И я думаю, что, уважаемые украинцы, вам было бы полезно сегодня послушать эфир и послушать о новых угрозах, которые сейчас стоят перед Украиной. Следующий год будет чрезвычайно важный не только для Украины, но и для всего мира и для Казахстана в частности. И вот то, что произошло буквально несколько дней назад, я думаю, что важно не только нам, гражданам Казахстана, дать правильную оценку того, что произошло, но должны правильно понимать и международное сообщество, и, собственно, отдельно Украина. И поэтому я сегодня вышел с разъяснением. По сути дела, хочу пояснить, что Казахстан устами президента Токаева объявил войну Украине. Вот. Ну и я думаю, что вы послушаете мои аргументы и поймете, что это так и есть. Ну что, давайте начнем. Да, здесь уже я вижу фамилию, имя, фамилии. Человек пишет, что Казахстан должен войти в состав России. И я не знаю, это пожелание или, скажем так, отражает понимание того, что происходит в нашей стране. Вот. Ну, давайте мы теперь сейчас это обсудим. Итак, друзья, вот Путин 27-28 ноября был в Казахстане, и помимо того, что Токаев его встречал везде, в аэропорту было на видео, везде российские флаги, на видео везде было написано «Ваше превосходительство Владимир Путин, президент Российской Федерации». У меня украинские каналы брали интервью, спрашивали, что это значит. Что это вообще значит? То есть, вы понимаете, недоумевают все. Вот. И пресс-служба Токаева, Министерство иностранных дел, все это развернули так, что это просто государственный визит и так принято. Я в прошлый раз говорил, что при Назарбаеве приезжали и Ельцин, и Горбачев, и многократно приезжал Путин, но не было ни одного случая при его государственных визитах, чтобы по всей стране развешивали флаги Российской Федерации в Астане, чтобы летали самолеты с триколором Российской Федерации, чтобы при этом было написано «Ваше превосходительство». Поэтому все эти слова о том, что это просто протокол, это полное вранье, уважаемые друзья. На самом деле, что за этим стоит? Давайте мы сейчас отдадим себе отчет
реальность, что произошло в нашей стране. После того, как Путин в резиденции Токаева, в присутствии российской делегации, большой делегации представительной, в присутствии всего правительства Казахстана, заявил всему миру, в присутствии, называется, политической верхушки и Казахстана, и России, и заявил всему миру, что будут нанесены удары по НАТО, так называемым орешникам, и рассказывал, какие возможности у этого орешника есть, что ударят по Европе, Великобритании, что сейчас идет подбор целей в Украине. Меня, значит, украинские каналы спрашивали, что это значит. Типа подставили Токаева, что ли? Путин подставил Токаева и озвучил все эти слова. К сожалению, это не так. То есть, на самом деле, Путин обнажил то, что я говорил все предыдущие годы, что Токаев вассал Путина. И теперь, к сожалению, ситуация уже не просто так, что просто вассал, и что Казахстан — это задний двор России, через который осуществляются различные поставки запрещенных товаров. И что Токаев просто помогает Путину в войне против Украины. Все это оказалось недостаточным. То есть, на самом деле, 27-28 числа, 28, если быть точным числа, произошло исторические события. В кабинете у Токаева, в резиденции у Токаева, Путин всему миру объявил, что они готовы ударить по всему миру, во-первых, не считая даже Украины. А во-вторых, на самом деле, он просто показал, что и Казахстан тоже объявил войну. Я позже буду комментировать, вот единственное, сейчас просто как ремарку добавлю. Советник офиса президента Зеленского Михаил Подоляк выразил недоумение. Недоумение, как же так президент Казахстана сидел рядом с Путиным, Путин сделал воинственные заявления, а по сути дела это Казахстан объявил войну Украине. И Михаил Подоляк выразил недоумение, почему Токаев не сказал, что к этому заявлению Путина Казахстан не имеет никакого отношения. Даже если тогда, когда Путин уехал, он мог как бы сказать, что Казахстан просто был использован как площадка, что был гость и озвучил все эти заявления. Казахстан к этому не имеет никакого отношения. Как вы видите, Казахстан никаких заявлений таких не сделал. Когда я говорю Казахстан, это я имею в виду именно президента Токаева. И очевидно, что это уже открытое объявление войны со стороны Казахстана Украине, уважаемые друзья.